Это Айда. А, вон Тулан. Из леса вышли. А, они в лесу бродили. Я думал, оставили меня. Айда здесь. Вон Тулан идет. А? Айда. Айда. Тула. Он не подойдет. Интересная собака вообще. Пока непонятно. Уже 2 года и непонятно для меня. Лаколы, че? Да, себе на уме. Вот сейчас Айда обгонит, блин. Вот ему хочется с Айдой поиграть. А Айда сразу фан. Угоняет. Угоняет. Там побаивается Тулан. Мирные собаки, я не знаю почему у меня. Мирные. Не умеют драться. Встретятся с собаками, но не дерутся еще, хоть ты убей. Жарко им, вон, снег лопают, так а так. Злюка у меня дружок был. Перед Айдой рыжая собака была, а перед рыжей собакой вот дружок был. Еще 2 слова про эту собаку расскажу. Конечно, будет фильм тоже, блин, длинный. Болтаю. Хочу так компактно сделать фильм, скажем, полчаса. Но нет, получается, блин, час-полтора. Как могу, уже укорачиваю. Но вот про эту собаку, про дружок. Я как-то остался без собаки, вообще у меня не было собаки. И вот я у кого территорию, охотничью территорию взял вот на второй избе. Вторая изба, там старая избушка была. Я потом построился, спрашивали, сам ли строил избы. У меня 2 избы, я лично сам их строил. И вот когда я остался без собаки, они, короче, у этого старика был кобель, ну уже взрослый кобель, собака. Не знаю, сколько ему по возрасту было, может, года еще не было, но уже собака была крупная. Я когда за грибами ходил, ну, видел, скажем, через огород ихний, там собака будка была, и я его, эту собаку видел, там лай такой, и хвост такой в калачик. Думаю, неплохая собака. Так, думал. И я у него, у Ивана, спросил, я говорю, без собаки, дай мне свою. Он, не раздумывая, мне взял и отдал эту собаку. Я посадил на поводок, и от его дома, когда шел к своему дому, на поводке его тащил, ну, и нес. Ну, сам собака шла впереди меня. Кобель был. Такой, лапы какие-то у него короткие были. Один сосед боксером даже его надо. Как боксер был. Крепкий. И шли домой, и там козы были. И он на коз так на 2 лапы встал и так. Ничего, вообще бы думаю, что за фигня. Напал на коз. Хорошо, что на поводке он был у меня. Потом раз, второй я начал замечать, когда на прогулку встречаемся с собаками, он люто рвал их. Бешено. Не смотрел там, сучка или кобель, всех подряд, всех подряд он прям, у него когти, ногти, или что там. Все черные были. Зверовая собака оказался. У Ладанова Александра Васильевича тоже зверевая собака была. Даже он его как-то от медведя спас, как он говорил. Собаку немножко порвал медведь. А если говорить не собака, меня медведь тоже порвать не мог. Да и что-то он в больнице
У него руки поранились от медведя, говорит. Я не знаю, что там было у них. И как-то они встретились, эти два зверя, действительно, два зверя. Они начали возле моего дома, Варанов Васильевич. Пришел ко мне собака, и у меня без поводка там дружок был. Мама, не говоря, они как начали драться. Кровь, как из ведра. Ну, у них от их драки там брызгала. И у Ладанова, я не знаю, как называется собака, как птичка такая была. Он моего дружка таким смертельной хваткой взял. Не знаю, как он взял, но он крупный был. Придавил мою собаку. Ладанов там войны. Бил свою собаку. Но никак не могли разнять, понимаете? До такой степени они ухватили. Два дебила, блин, эти зверя. Еле-еле разделили. Когда он держит свою собаку, я свою. Потом я смотрю, у моего дружка уши стояли так, торчком. Уши упали, наполовину порвано. Кровь капает. Я его, где у меня сейчас мастерская, туда загнал. Думаю, пока друг друга не убили. Ладанов ехал от меня, я не знаю, почему он остановился. Думаю, уже он уехал. Я отпустил свою собаку. Мой дружок догнал у Ладанова покойного собаку, и по-новому начали они драться. Вот это звери действительно, ну настоящие зверевые собаки. Они безбашенные. Они безбашенные, им лишь бы подраться. Дружок, когда по путику шли мы, дружок у меня оставил меня. Где вот, в каком месте оставил, я еще где-то метров 200, наверное, прошел. И под елкой там видел там лежанку у медведя, там круговую обосранного у медведя. Несколько дней уже там под елкой ночевал, видно. Ну, я первый раз увидел такое лежанку. Я без ружья шел, топор был. Мне было страшно. Собаки нету, кругом медведи. И я надеялся, что дружок меня будет ждать в избушке. Я целый день бродил, пришел в избушку, собаки нет. Крестил, искал, ходил туда на другой день. Собаки нету. Связи не было, телефона не было тогда. И через неделю собака пришла в Нившеру домой. И я сразу не догадался. Я из-за того, что он меня оставил, я разозлился, я убрал эту собаку. На зверей я не ходил никуда. Не думал, что буду охотиться на какого-то зверя, животного, даже лося или медведя. Ну, наверное, медведя и до сих пор не охочусь. Вот. Как сказать. Оказывается, это, я думаю, это он ушел за медведем в том месте, где он меня оставил. И ближе, думаю, услышал, может, там шум от Нившера, с Нившера, и напрямую на Нившера ушел. Вот так. Единственная собака такая зверевая не попадала. Сейчас надежда какая-то есть на Тулана, вон бездельник позади Айды. Какой-то интерес у него, в принципе, есть к зверям. Ну, 2 года пока результата никакого не дал.
Буду ждать, что надеяться, что в этом году какой-то результат даст. Уже 3 года будет. В этом году 27 декабря. О, как выглянуло солнце. Ослепительное яркое солнце сейчас выглянуло. Смотрите, холмик такой. Это муравейник, и огородили. Это лесники огораживают такие рейки. Вот смотришь на это и думаешь, какой толк от этой ограды? Вот какой толк? Ради чего это так делают? Через 3 года это все сгниет, стойки упадет. А для чего это делают? Бесполезное занятие. Ну, другое дело, когда курилку делают, это для охотников. Рано или поздно там сядут, покурят. А для медведя это расплюнуть там эти рейки, там все равно он разворошит такие муравейники. Бесполезно там вставлять какие-то рейки, огородить. Для людей это ясно понятно, он туда не полезет, что там искать. Или же вот в лесу, вот, когда ты работаешь, ну, я работал, я знаю эту тему, что такое лес рубить. Вычищали делянки, перед тем, как сдать делянку, проверяют, там, чтобы чистые делянки были, все остатки, и между волоками все вычищаешь на волока, раскидываешь параллельно, не параллельно, ну, получается не параллельно, а наоборот, поперек. Все четко проверяют, измеряют, чтобы пни не такие высокие были, скажем, от корня 10 сантиметров не выше, наверное, где-то так. За все это штрафы идут, как могут, работодателя имеют за нарушение. Но после этого всего этого, что ты сделал, вычищал, очищал, начинается другое пародия. Эту делянку начинают спахивать. Представляете? Я не знаю, что там после этого спашки остается. Все, каша, перемешка. Подсад, что ты вот оставляешь, вот такие подсады. Все. Они на тракторам ездят, спахивают. И на этом месте начинают сажать саженцы. Я не знаю, из 100%, может 20% выживет это саженцы. А то, что вот оставалось после нашей вырубки, сколько подсада, сколько деревьев, все это в хлам там давят. Что мы убирали на волоках, все это перемешивают, я не знаю как. Полный долбоебизм это называется. Кто это придумал? Ни разу, конечно же, в тайге не был, не видел, как лес рубят, что остается, какие семенники. Раньше пни лесопункт оставлял высокие, но на ихнем делянке растет лес. Уже по второму разу будут вырубать через лет, скажем, 50. А что сейчас финской техникой рубят, так рубят, это уже, я не знаю, когда там что-то вырастет. Ну, короче, одним словом, неправильно все делают. Будут опять же спорить со мной, ну и фиг с ним. О, как ясно. Какая-то техника поднимается. Ну и бездельники пока еще не оставили меня. Недалеко дорога, сейчас выйдем на дорогу и пойдем обратно по дороге уже. Сколько не учай, да, все равно сбивает меня с ног. Напрямую летит в лоб прямо.
А тулан как-то воздерживается. Ну, побежали. Хорошая прогулка для них получилась. Сейчас придем домой, я им кости дам, такие вкусняшки для них еще остались. Из города там я опять снова привез. Всякое разное. Они перебор уже стали жирными. Я их кормлю очень много. Физику, физкультуру они получают мало. Хоть сегодня вот вышли, погуляли так. Айду вижу. Айда-то точно не оставит меня. Без денег я не знаю, где он. Ох, сейчас рванет он Нижеру. После нас вот, о, Косинцов поднялся. Прочищает дорогу. Значит, его звук трактора я слышала, он и проехал. Свежие следы. Бревно. Можно спилить на дрова, вон. Лежит бесхозное. Фу. О, КамАЗ уже выгрузился. Все четко работает. И прицеп восстановили вроде. В каком состоянии? Выше крыши там вода была на реке. Небывалое наводнение у нас в Коми, в Нижере. Так что все нормально, было бы желание. Думали, многие писали, что уже невозможно восстановить. А второй КамАЗ, еще второй КамАЗ, он без кабины пока. Кабину ждут. Еще одна тема, которая мне не так маловажная, для многих односельчан это немаловажная. Смотрите, какое огромное большое село. Количество людей не могу сказать, потому что не хочу обманывать, точно не знаю. Но село большое. У нас сейчас в больнице терапевта нету. Терапевт уволился по семейным и пенсионер, но он как-то все вместе уехал в город. И сейчас с соседнего села приезжает терапевт 2 раза в неделю. Какой-то рыбак вон там бродит. 2 раза в неделю. Принимала, в принципе, неплохо. Кто приходил, всех принимала. Но народу много, как вы поняли уже по моим рассказам. А сейчас такие условия в больнице поставили, что и у нас в селе будет прием по записи. По записи по 10 человек принимает 2 раза в неделю. Ну, кроме этого еще с температурой, с острой болью также принимают. Но это считаю неправильно. Как-то, я не знаю, без терапевта вообще. Детского врача вообще нету. Надо ехать в район. Неплохо было бы, если в наше село приехал нормальный терапевт. Жить, лечить. Желательно, чтобы уже и детей также принимала. Короче, одним словом, село гаснет. Как и малый бизнес давит. Давят. Многие уже перестали малым бизнесом заниматься, торговлей. Также и села. Села гаснут и гаснут. Я не знаю, по России 22 тысячи сел, наверное, уже вымерли. Где-то я прочитал. Села, деревня, вот, я имею в виду. Ну, работы нету, вот и вся картина. А, вон хозяин. Думал, буран работает. Хозяина нету. Новый вид бурана.
Тушье да буранте. Задние исключи. Bergeccia. 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 Ah. Tesha, terbaun at nokta. А мы задние сабо. Мы задние сабо. Мы задние сабо шван. Задние скоро кусать для меньшины. Оспер. О, зачем там як вылгороб кате. Да кусать для tego оспер. Я вылгороб кусать для. Okej. Kolla chatte ju där. Abi dog sazинel. Dit kolla je kolla kuse. Nej. Det är mycket. Det är mycket så kan muslim magazinas lite zakarit med mycket. Откажется на Рументущанин мана. Окей. 834 наймунан. А мы за это еще. Ik nou het dat zijn daar bis. Het je dat zou gelust te laten. Да, en по это ли. Maar ga je nou zo in het met aan dan daarmee. Maar het moest te soft. Moest het dat te doen. 21. Moest het uit de hem daar. А. Hier te zijn met. Закажите, давай ясно да сейчас возьмем и это нам мыка. Датчик, я подскажу. Я мыка, 5 для битья, датчик есть. Вузо челюка-то я пока не поздно. Муха. Змей. Так, ты вот ты? Гуляй, да, просто патрак я говорю. Играть нет? Паша. Я вот. Аскы. Кучакая. Аскы. Вот и видите, я буран. Юра не надо, вот этот. Мы Юра. Давай. Давай. Жира. Боится, боится. Напали и бесполезно. Буран какой-то. Лох. 18,5 лошадей, говорит. Слабый мотор. Лифановский. Лох. Так что про бурана, сколько вы бы мне не писали, лучше двухтактного ничего нету. Трехтактный он экономичный, 1+. А тяги вообще слабые. 18,5, говорит, в гору не поднимется. С нагрузкой там, едешь, когда ты нагруженный. Вантулан. Сейчас вкусняшка им дам. И все. Одним словом, прогулка закончилась. Вот такая рагу для них. И купил Кировский мясокомбинат свиной. О, полуфабрикат свинины. Ну, вот кости некоторые суп варят. Я собакам сейчас дам. Туланчик, бездельник. Давай домой. Пошли. Давай, давай, сразу. Побежал. Давай, давай, давай. Заходи. Сейчас буду я вас кормить.
Да. Ну, пока хватит. Больше я пока не разбудили. Я ее сейчас. Да. Ну. Позже еще или завтра половину отдал, половина осталась. Все, короче, всем пока, ребят. Солнца не видать. Все. Опять темнеет.